Здравствуйте! В эфире Сабшала. С вами я, Сида Малия. Мы с коллегами расскажем о событиях этого дня и не только. Не переключайтесь. С размахом и торжественно город Гал отметил свой 91-й год рождения. Соперничество за шахматной доской. В Сухуми открылся турнир Аквафон Open. Скоро на экранах «Как украсть миллион». Абхаз-фильм дублировал комедию мирового кино. Об этих и других новостях этого дня смотрите в сегодняшнем выпуске. Самый восточный город нашей республики Гал отметил свой день рождения. Ему исполнился 91 год. Живописный и колоритный город в день празднования собрал сотни людей, местных жителей и гостей. К празднику готовились всем городом. Гостеприимные галцы подготовили насыщенную культурную программу и, конечно же, угостили вкусной национальной едой. Мои коллеги Гугуца Вардания и Михаил Братухин совместно с Гал Медиа побывали на празднестве. О том, как прошел день рождения и кому присвоен статус почетного гражданина, смотрите в следующем репортаже. Самому восточному городу Абхазии 91 год. Утопающий в ярких красках осени, Гал отмечает свой праздник. Мероприятия, посвященные исторической земле Республики Абхазия, Самарзакан, начались с возложения к монументу павшим за свободу и независимость республики. Гостеприимные и душевные жители города Гал принимали гостей, угощая их дарами осеннего урожая, разными вкусностями, мясом и терпким вином. С утра на улицах и парках народные гуляния, веселые застолья, песни и танцы. А для детей была организована развлекательная программа. Отметить День любимого города его жители пришли с семьями. Школьники, возвращающиеся с учебы, с интересом рассматривали изделия на фестивале и ярмарке народных ремесел. Мамы и папы гуляли с малышами на городской площади. И уже почтенные жители города уютно расположились на лавочках и обсуждали последние новости. Так самарзаканцы отмечали День родного города. Поздравляя Гал с праздником, его жители желали ему процветания, а еще мира, не только в Абхазии, но и на всей планете. Самое главное – здоровье, счастье, благополучие городу и всем людям. Мир на земле. Мирного неба над головой, много позитива, счастья, радости, чтобы всегда были возможности проводить мероприятия, посвященные города и другим важным мероприятиям, которые у нас проводятся, чтобы всегда проходили в позитивной обстановке, чтобы молодежь развивалась, росли дети, у людей было много возможностей и причин для радости. А в первую очередь мира, процветания и созидания. Всех с праздником, дорогие гальцы! Я поздравляю всех жителей Гальского района с сегодняшним днем. Сегодня очень, честно говоря, очень красиво было все сделано, очень организовано. Все очень довольны, дети были, радовались. Действительно, очень приятно было. Я всех поздравляю с этим днем. И дай Бог, чтобы у нас всегда были праздники, и всегда радовались и жили мирно. Иахьа ирыдысны ҳәалар сҭахуп Гал иқәынхо ауаажәлар зегьы иахьатәи амш дуӡӡа, изықәгәырӷьо амш бзиа, избанзар Гал рзыҳәан ари амш даараӡак раҵанакуеит, избанзар Гал аҭоурых дууп, Гал иамоуп аҭоурых бзиа. Убри аҟнытә иахьа ажәлар ирымоуп абас еиқәныҳәартә еиԥш, еиқәгәырӷьалартә еиԥш, абри апраздник иаԥылартә еиԥш, иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп, уи адагьы иахьа асасцәа иаҳзааз, иаҳзаараны иҟоу, избанзар уи даараӡак раҵанакуеит, иахьа Гал иқәынхо ауаажәлар ирҭахуп адгылара, ирҭахуп ргәы иҵыхны уаҩҵас Аԥсны ишынхо рдырыртә еиԥш, аҭагылазаашьа бзиа ҟалартә еиԥш, аԥеиԥш бзиа ҟалартә еиԥш, агәыӷра рызҭо аҭагылазаашьақәа рзыҟаҵатәуп. Убри азыҳәаны иахьа нас иҟоу аҭагылазаашьа шәаргьы шәбоит, ауаа шгәырӷьо шәбоит, имҩаԥырго апраздник даараӡа иԥшӡоуп, ихауп, иҭабуп ҳәа расҳәоит зегьы. Гал – это не просто город, это историческая земля Республики Абхазия, Самарзакан, с интересной сложной судьбой и самобытной историей. Здесь анализируют прошлое и гордятся своими достижениями, отметил глава района Константин Пилия. От всей души поздравляю жителей города, жителей Гальского района.
эти мероприятия аналогичны сегодня. Это все мероприятия, объединяющие людей, которые привносят и позитив, и дают возможность завтра еще больше развивать страну. Это вот такое единение, динамика, это делают эти мероприятия в том числе. Теперь, что касается непосредственно Дня города. Ранее День города Гал отмечали в знойном июле, но комиссией было принято решение перенести праздник на осень, чтобы самарзаканцы могли угостить всех ее сладкими дарами. Теперь День города Гал будут отмечать каждую вторую пятницу октября. День города был учрежден ранее другими датами, но мы создали комиссию по празднованию Дня города и приняли решение, что давайте сделаем это осенью, когда будут уже и овощи будут, и фрукты будут, и чтобы и студенты были, и школьники были, мы могли сделать его хорошо. И думаю, у нас сегодня все получилось, все 19 школ, 18 сел, все принесли продукцию со своими, кто в селах, кто что вырастил, кто что создал. Вот сегодня были вот такие угощения. Вечером жителей и гостей Гала ждала большая праздничная программа с участием артистов абхазской эстрады, а также детских, танцевальных и вокальных коллективов. В ходе торжественного празднования были избраны почетные граждане города Гал. Ими стали герой Абхазии Мираб Кишмария и общественный деятель Давид Пилия, а также ряд абхазских и российских ведомств были награждены благодарственными грамотами. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Шах и мат – сочетание слов, любимое шахматистами. Аквафон Open как раз для тех, кто хочет померяться силами. Не физическими, конечно же. Интеллектуальная игра требует знаний, выдержки и смелости. А таковых немало. Международный турнир объединил свыше сотни шахматистов Абхазии и России. Об атмосфере шахматного состязания, о поражениях и победах ее участников смотрите в репортаже Рады Чачава. По мнению экспертов, шахматы развивают целый комплекс полезных навыков, в особенности у детей. Ведь шахматы, по сути, самая честная игра. Ничего не зависит от везения, а проигрышная с виду позиция может обернуться в итоге победой. Занятие шахматами в юном возрасте помогает развить концентрацию, критическое абстрактное мышление, стратегическое планирование, творческие и аналитические способности. Озвученное кажется почти очевидным, но результаты исследований показывают, что ученики 7-9 классов, которые начинали играть в шахматы, демонстрировали на 17% улучшенные показатели, связанные со здравым смыслом и критическим мышлением, нежели сверстники, не играющие в шахматы. Всесторонне развить ребенка в Абхазии можно в шахматном клубе. Настоящие состязания шахматистов Федерация шахмат Абхазии проводит ежегодно. И сегодня в стенах клуба стартовал турнир Аквафон Open. Сегодня мы проводим международный турнир по шахматам Аквафон Open. Это уже 16-й по счету. Мы его проводим каждый год. Проводим этот прекрасный турнир совместно с Федерацией шахмат Абхазии. Компания «Аквафон» долгие годы поддерживает Федерацию шахмат Абхазии и проводит международный шахматный турнир «Аквафон Open» уже в 16-й раз. Как отметил Тимур Гургулия, для компании особенно важно поддерживать развитие молодежи республики. Аквафон уделяет особое внимание проектам, которые направлены на развитие нашей молодежи. Мы очень рады видеть нашу прекрасную молодежь. Они приходят с горящими сердцами, так скажем, с искрой в глазах. Для нас это очень важно. И мы хотели бы также поблагодарить Федерацию шахмат Абхазии в лице Константина Андреевича Тужба за столь высокую организацию. Шахматный турнир будет проходить 2 дня. В нем примут участие 200 шахматистов всех возрастов из всех регионов Абхазии, а также гости из России. Победителям и призерам будут вручены денежные призы, кубки и медали. Со всей Абхазии дети собрались, большое количество, но сегодня с утра присутствует только часть из них, потому что в 3 часа у нас идет другая возрастная группа до 10 лет. Завтра утром будет 14 лет и завтра после обеда уже взрослые. Так что в общей сложности наберется, наверное, свыше 200 участников. Сейчас награждали мы персональные призы до 5 лет, которые вот сегодня участвуют, до 5 лет. Они получили уже аквафоновские сувениры. Вот. Ну, возрастные категории у нас до 8, до 10, до 14, до 12. Для всех предусмотрены кубки, медали, денежные призы, для всех предусмотрены.
Константин Тужба отметил, что проведение подобных турниров особенно важно для Федерации шахмат. Ведь благодаря живой игре с соперником юные шахматисты быстрее и качественнее развивают навык. За помощь в организации Константин Тужба поблагодарил компанию «Аквафон». Проведение любого турнира для нас важно. Во-первых, проведение турнира связано с организационными вопросами, финансами. Много-много. Это хлопотливое дело, и мы благодаря таким компаниям, как «Аквафон», смогли этого добиться. Хотя бы раз в месяц надо поучаствовать в живом турнире с настоящими соперниками. Это немножко волнительно все, но сегодня они показывают то, что они научились, потому что на занятиях, на учебе там можно расслабиться, а здесь уже любая маленькая ошибка, уже поражение, уже слезы. На церемонии открытия турнира были вручены сувениры и небольшие подарки самым юным участникам до 5 лет. Маленькие шахматисты, возможно, будущие международно известные гроссмейстеры, поделились с нами своими ощущениями перед началом турнира и ожиданиями от результатов. Мне нравится там ходить фигурами, играть с ними. Мне кажется, 3-е место будет. Хочешь свою жизнь связать с шахматами? Да. В шахматах играть 2 ладьями и с королем. Здесь слишком много людей, что непривычно, еще интересно. В категории до 8 лет победителями стали Гаврилов Павел, Бганба Даниэль, Шамба Саят. Среди девочек Агрба Амира, Бганба Нила, Гулария Эмили. В категории до 7 лет Квициня Георгий, Хиндба Глеб, Шалин Иван. Среди девочек Пабба Адель, Осипова Алиса, Лазарева Сара. Победителям первого дня турнира были вручены денежные призы, кубки, медали и грамоты. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Авантюристы от искусства идут на преступление ради любви. «Как украсть миллион» – это комедия мирового масштаба, в которой главную роль исполняет звезда кино Одри Хепберн. Совсем скоро этот фильм появится на местных телеэкранах с героями, говорящими на нашем родном абхазском языке. Дубляж этого фильма и не только выполнили в студии «Абхазфильма». Также по заказу Госуправления по государственной языковой политике дублировали 11 серий мультфильма «Тиг и Лео». Подробности в следующем репортаже. Здравствуй, моя дорогая! В современной кинематографии не так много качественных комедий, а вот киноленты прошлого заслуживают особого внимания. «Как украсть миллион» – комедия, полюбившаяся зрителю с закрученным сюжетом и рекордным для снятых в 60-х годах фильмом хронометражом. Он длится почти 2 часа. Актеры запоминаются своей игрой и темпераментом, близким нам, считает директор и художественный руководитель студии «Абхазфильм» Вячеслав Облотья. В частности, и поэтому было решено дублировать этот фильм. К работе приступили, задействовав все ресурсы. Я ведь выбираю фильмы, которые более-менее подходят абхазскому языку. По 6 месяцев работаем над каждым фильмом, потому что они большие фильмы. И я думаю, что нужно, чтобы с каждой точки звучал абхазский язык. После работы над текстом актерской озвучки начинается самый непростой технический этап работы звукорежиссуры. Его доверили профессионалам. Мы уже практически закончили дубляж, все актеры практически записаны, там одна роль, еще одна осталась. Вот, а в целом уже все, там все мелочи, все уже записано и практически уже на выход. Фильм, сейчас я записываю актеров, потом идет уже сведение, там эффекты, все вот это уже будет Анри Гумба над этим работать, то есть завершать полностью мультфильм и дубляж, и потом уже выйдет на премьеру. Параллельно дубляжу «Как украсть миллион» в студии шла работа и с многосерийным мультфильмом «Лео и Тиг». Я дома поспрашивал детей, они, оказывается, все это уже смотрели. Я раньше не смотрел, но мультфильм замечательный, прям вот
Насколько я знаю, это российское производство, очень хороший познавательный мультик, поэтому советую всем, тем более на абхазском. О том, чтобы любимые многими детками герои заговорили на абхазском, позаботились в Госуправлении по государственной языковой политике. Таким образом, совсем скоро будут доступны к просмотру дублированные на абхазский язык «Как украсть миллион» и 11 серий мультфильма «Лео и Тиг». Еще одна киноновинка, но уже собственного производства. Комедийный сериал «Однажды в Абхазии», уже доступный к просмотру на платформе ресурса «Старт», снят чемпионами высшей лиги КВН командой «Нарта» из Абхазии. Продюсер и исполнитель главной роли Теймураз Тания. Всего картина состоит из 8 серий, что примечательно, съемочная группа в большинстве состояла из местных жителей. «Однажды в Абхазии» – это история обычного жителя республики, сотрудника МЧС, который столкнулся с несправедливостью. Тизер киноленты уже в социальных сетях. У нас же никого нет, где мы будем жить теперь? У меня будете жить. Второй международный музыкальный конкурс Алисы Гицбо начинает работу 15 октября. Концерт открытия состоится на легендарной сцене Малого зала Московской консерватории. Перед зрителями выступят лауреаты прошлого конкурса и представители звездного жюри. Концерт посвящается 15-летию признания России независимости Республики Абхазия. Дорогие друзья! Совсем скоро состоится открытие нашего второго международного музыкального конкурса Алисы Гицбо. 15 октября в 14:00 на легендарной сцене Малого зала Московской консерватории перед вами выступят лауреаты прошлого конкурса сопрано Надежда Гамаюн, тенор Леонард Ланц и представители нашего звездного жюри. Это заслуженный артист России Александр Гинтин, пианист, художественный руководитель Москонцерта, который является соучредителем конкурса, Басиня Шульман, пианистка замечательная, заслуженная артистка России Яна Иванилова, сопрано, заслуженный артист Абхазии, скрипач Абрамян Эшба Виктор и наши замечательные концертмейстеры, профессор Московской консерватории Светлана Бондаренко и лауреат международных конкурсов Александр Анасенко. Концерт будет транслироваться на сайте Московской консерватории, а также в соцсетях. И начало концерта, еще раз повторяюсь, 14:00 15 октября. Приходите, мы ждем вас. Билеты можно приобрести в кассах консерватории и онлайн на Яндекс.Афише. Всего хорошего! Это были новости субботы, и на этом мы прощаемся с вами. До новых встреч!